В Ингушетии создадут межведомственную комиссию для усиления контроля за выдачей российского паспорта иностранцам. Это должно стать одним из эффективных способов борьбы с мошенничеством при оформлении российского гражданства и выдаче документа иностранцу, заявил глава региона на встрече с секретарем Совета безопасности республики. Ахмед Заитов также доложил о ходе расследования преступлений, связанных с обстрелом сотрудника МЧС в Малгобекском районе, ограблением нескольких терминалов. Также рассказал, что в период проведения первомайских мероприятий нарушение общественного порядка в республике не зафиксировано. Резонансность происшествия у нас единственное – это обстрел сотрудника МЧС Чербижева в Малгобекском районе. Проводится правоохранительными органами комплекс мероприятий по восстановлению. Далее на территории республики у нас в ФСБ зарегистрирован материал по линии ОФМС. Там отдельная группа иностранных граждан, которые получили гражданство путем мошеннических действий. Торгует паспортами, продает. И такая она, группировка, она не только в республике, она трансграничная такая группировка, которая там этим занимается. Ну и вот наши эти попадаются в эти ловушки, там хорошие деньги за паспорт платят, поэтому, конечно, выписывают паспорта. Надо просто, сейчас новый министр придет, взять на особый контроль. Любой паспорт, который выписывается иностранному гражданину, должен выйти на какой-то арбитр. То есть, чтобы ФМС самоличное решение не принимали по гражданству, вот иностранному, чтобы паспорт по иностранному. Любой паспорт. Это раз. Ну и для этого у себя тоже надо создать такой номер горячей линии, чтобы людям было легче оформлять паспорта. Заграничные, не заграничные, если там ФМС где-то в какой-то степени пытаются за это платить деньги. По вот обстрелу Чербижева. Сегодня прям переговорите с родственниками погибших наших милиционеров, должностных. Переговорите, как вариант, возможно, и они там в какой-то месть вынашивают. Переговорите и предупредите, что это незаконно, это завтра, послезавтра, если выйдете, они могут пойти под суд. Этого так называемого бандита все равно найдут, рано или поздно, не сегодня, так завтра. Тем более этот парень, который ранен, он публично, как мог уже там сказал, и про брата своего, про всех, там, он не поддержит его действия, никак там, поэтому зачем, если что-нибудь делать. Поэтому разберитесь, прямо сегодня там изучите с родственниками.